В такой небольшой чашке Петри уже зарождается чья-то жизнь. По данным Всемирной организации здравоохранения, бесплодие в России превысило показатель в 15%. Это дает основание признать проблему уже не столько медицинской, сколько социальной. Особые надежды возложены на вспомогательные репродуктивные технологии. На сегодняшний день у нас на учете стоит более 2500 пар или женщин, которые не замужем и не имеют половых партнеров. Такие пациенты тоже к нам обращаются. Ежегодно мы проводим 280 процедур ЭКО, и ежегодно они нарастают, и мы стремимся, конечно, к охвату всего объема желающих пациентов с бесплодием. С 2000 года в республике на базе медицинского центра имени Николаева проводятся манипуляции по искусственному оплодотворению. Трудовой стаж эмбриолога Галины Амосовой насчитывает уже 24 года. Искусственное оплодотворение – очень ювелирная работа. Мы получаем клетки путем пункции у женщины, и все 6 дней эмбриолог занимается этими клетками. Чистит их, переносится на другие разные питательные среды. Заботится о эмбрионе все 6 дней. Схема процедуры ЭКО состоит из нескольких этапов. После всех необходимых анализов сначала у женщины проводится забор яйцеклеток, которые затем оплодотворяют в лабораторных условиях. Оплодотворенные яйцеклетки помещаются в инкубатор, которые будут храниться до начала процедуры. И уже после этого среди всех образовавшихся зародышей отбирают несколько эмбрионов, которые переносят в полость матки. Именно так выглядит инкубатор для культивирования эмбрионов. Внешне он напоминает холодильник. Однако условия хранения здесь совершенно другие. Это и температура в 37 градусов по Цельсию, а также 6% содержание углекислого газа. Эффективность ЭКО очень высока. В республике этот показатель находится на уровне 30-32%. Важен возраст будущей мамы, а также стаж бесплодия. При диагностированном на ранней стадии бесплодия шансы забеременеть после искусственного оплодотворения выше, чем через 10-15 лет с момента постановки диагноза. Именно поэтому тянуть с ЭКО не стоит. Чаще всего это, конечно, возрастные изменения, с возрастом у нас истощается овариальный резерв. Или у женщины были ранее перенесенные операции на яичниках, и в связи с этим у нее также нет собственного биологического материала, и в таких случаях мы можем использовать донорский биоматериал. Сейчас процесс ЭКО входит в программу обязательного медицинского страхования с 2013 года в рамках национального проекта «Демография». И для начала пациентам, желающим завести ребенка, необходимо пройти обследование в поликлинике по месту жительства, где они уже получат направление на первичную консультацию. Надежда Саханская, Семен Семенов, Якутск.